Манас передается издревле из поколения в поколение. Это великое наследие народа. И ошиблись те, кто в свое время говорил, что все закончилось на монастыре Саякбае. Наоборот, как показывает время, особый интерес к искусству сказительства проявляется у подрастающего поколения. К примеру, радует, что среди сказителей Манаса все больше становится и девочек. А Сылкан начала говорить о Манасе с 14 лет, и на многих конкурсах ее объявляли победительницей. На многих конкурсах я становилась победителем. Возможно, в успехе мне помогал дух великого Манаса. Все началось с того, что я начала читать книгу о Манасе и незаметно для себя начала говорить про Манаса. Когда говорят про Манаса, иногда есть моменты, где нужно заучивать. Как говорил Таныбек Ата, надо сказывать, не прибавляя ненужных предложений. Словом, цель подобного мероприятия не определение сильных сказителей, а наоборот дать толчок и силу юным монашче. Мы намерены открыть школу Манаса. Все подобные мероприятия нацелены на это. В будущем школа будет носить имя Таныбека Джапы Улу, так как он в свое время воспитал немало сказителей Манаса и приложил для этого немало усилий. Многие кыргызы проживают за рубежом. Например, в городе Санкт-Петербурге проживает 30 тысяч. Манас – это духовность народа. Кыргызов сохранил именно Манас. Поэтому мы должны для возрождения патриотизма рассказывать всем и доносить все о Манасе. Эпос Манас – это прежде всего несравненное, непревзойденное художественное творение, созданное эстетическим гением кыргызского народа на почве и на основании реальных событий, фактов, героических личностей, и которое от века в век, от сказителя к сказителю отшлифовывалось, отчеканивалось, очищалось, избавлялось от лишнего груза, от чужеродных тел и, наконец, достигло сегодняшних недосягаемых высот своего совершенства, писал Чингиз Айтматов. Усен Кульбаев, Эдиль Мелизбек, Общественный первый канал, Иссык-Кульская область.